Ош – один из самых древних городов Средней Азии с 3000-летней историей. Река Акбура делит город на две равные части, а в самом центре с запада на восток расположилась историческая значимая священная гора Сулайман-То. В XVI веке гору назвали Баракухом. С тех пор, как на кыргызской земле стал распространяться ислам, название горы стали связывать с пророком Сулайманом. Сулайман пайғамбар иштеп келип. Говорят, что пророк Сулейман после того, как поработал, присел отдохнуть на гору, а ноги отпустил в реку Акбура, чтобы освежиться. В связи с этим по-русски называется трон-так, то есть Сулайман-дын тактасы. Получается трон Сулаймана. Тақ деген сөз бар емес пе? Орысша трон болады да, падишалар отырған атайын орын жай ошол тақта отырылат да. Мындай жерде Сулаймандын тақтысы деген болуп атат. То, что эта местность древняя, нам рассказывают петроглифы, расположенные по бокам горы Сулайман-То, принадлежащие бронзовому веку. Ну а на северо-востоке от Сулайман-То расположено еще одно важное архитектурное строительство – мавзолей Асаф ибн Бурхия. Исследования археологов доказали, что кирпичи этого строения относятся к XI-XII веку. У подножья горы с восточной стороны есть баня, строительство которого относят к IX-X веку. Доказательство тому – отличие и план строительства, при котором использовались различные строительные материалы. При раскопках были найдены изделия из глины, стекла и нумизматические материалы. Говорят, что в средние века в городах Средней Азии были развиты обычаи строительства бань среди мусульман с развитой культурой. Здесь на протяжении веков, бывало так много людей, каждый своими проблемами, заботами, мольбами к небу, к Всевышнему, каждый своему. И эта аура остается, эта энергетика остается, я уверена. Сулайман-То состоит из 5 вершин. Первая называется Сулайман-Тахт, вторая – Шор-То, третья вершина – Рушан-То, четвертая – Келинчек-То и последняя – Каттама-То. Вершина Шор-То богата пещерами и связанными с ними интересными преданиями. Говорят, что в пещере размером 6 на 7 метров, где незаметно просачиваются соленые капельки воды, остались следы от колен и ступней пророка Сулаймана, а соленые капельки считаются его слезами. Проход в пещеру очень узкий. Чтобы пробраться, нужно проползти сквозь отверстие. И если зажечь свечу, то можно увидеть камень, похожий на раскрытую книгу, где есть, со слов знающих людей, отрывок из Курана, аят аль-Курси. С восточной стороны горы расположена мечеть Рават Абдуллахан. В свое время мусульмане со всей Средней Азии собирались здесь, чтобы прочитать пятничный намаз. До XX века эта мечеть-медресе не теряла значимости и являлась центром обучения и воспитания детей. Говорят, что такие мечети-медресе Абдуллахан построил в Иране и Афганистане. Мечеть Сулайман-То и дом Бабура являются примером архитектурных памятников, принадлежащих XVI веку. Дом Бабура Захреддина Мухаммеда, основателя династии моголов, поэта и философа, считают мечетью Сулайман-То, потому что по просьбе паломников здесь читаются молитвы. В своей книге «Бабур-наме» он оставил хорошие впечатления о городе Ош и у Сулайман-То. Написал о том, что воздух в городе Ош чистый, протекает много воды, и о здании, которое он построил на горе. На самом деле, Ош украшает и отличает это Сулайман-То, потому что если закрыть глаза и представить город без Сулайман-То, то от других десятка тысяч городов никак отличаться не будет. Те же многоэтажные дома, извивающиеся дороги, как и в других городах. Сулайман-То было предложено включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но на протяжении многих лет это оставалось только на словах. В 2009 году в Испании на Совете ЮНЕСКО представители 21 страны единогласно поддержали, и священная гора, первый государственный памятник от имени Кыргызстана, вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сулайман-То не только украшает город Ош,
но и весь Кыргызстан, и является архитектурно-историческим памятником, включающим в себя древнейшую историю, жизнь и быт тысячи народов.